Дело было в Новокузнецке после концерта. Сидели, пили, зашел разговор о смерти. Типа кто-то же из нас крякнет первым. Скорая, ритуалка, гроб, могила, черви, 3, 9, 40 и далее по списку. Тетерин, Алексеев, Крамер или Кислинский. Кто-то будет первым, кто-то последним. Значит, если всех одновременно не захуячат. Обсудили этот вариант, решили вряд ли. Все-таки придется мазать по щекам капли. Троим сначала, потом двоим и одному. Вот уж кому не позавидуешь, так это ему. Каким он будет? Дедом седоволосым, с растительностью, торчащей из ушей и носа. Или все случится раньше, неизвестно, да ну и хрен с ним. Лучшие друзья всюду развеселя. С ними все равно, рай, земля или ад. С ними ты везде будешь счастлив и рад. Но мертвые друзья — это грустный расклад. Лучшие друзья всюду развеселя. С ними все равно, рай, земля или ад. С ними ты везде будешь счастлив и рад. Но мертвые друзья — это грустный расклад. Наш басист Саша Кислый, реальный профи по части настоящей рок-н-ролльной философии. На любую ситуацию в жизни этой у него есть два универсальных ответа. Это может шокировать тех, кто не знаком с Саньком. Но если ему скажут: Сань, сгорел твой дом, какой бы ни был на лице твоем эмоций, Штурм Шурик тебе ответит фразой: ну и что? По мне так это правильное отношение ко всем проблемам, не имеющим решения. А если все же что-то можно еще исправить, скорее всего Саша делать ничего не станет. Вокруг все рушится, мир колбасит и трясет, а Кислый говорит спокойно. Вот и все. Ну вот мы и решили, что будет надо на надгробие написать эти две цитаты. Типа кто первым крякнет, утрет всем нос. Вот и все. Точка. Ну и что? Вопрос. Лучшие друзья всюду развеселя.